Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 12 января. Смотрим мы с вами на колоде по сям все знаки зодиака. От овнов до рыбок я делю на две части. Это первая часть. Смотрим овны, 12 января, пятница. Колокольчик. Пустые разговоры могут быть у вас в пятницу. Неприятность может быть. Смотрите, расческа предупреждения. Также выпадает власть, корона. Это общение с каким-то очень влиятельным человеком. Возможно, вот с ним будут пустые разговоры, ну или с ней. Подсвечник, ну здесь два варианта. Подсвечник или тайная встреча. Змея. Домик. Какое-то событие может быть в семье, дома. Также ухудшение самочувствия может быть, болезнь. Это, кстати, может и быть неприятность. Розу нельзя. Хотя неприятность может быть общение со змеей. Смотрите, солнышко, радость, хорошее настроение. Но может быть, знаете как? Да, то есть болезнь и солнце. Может быть, температура проиграется. Солнце, жар. Ну, якорь нельзя. Значит, смотрите, что выпало. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком, ну, таким очень каким-то авторитарным, да, то есть имеющим власть в вашем городе. Но, скорее всего, что с этим человеком будут пустые разговоры. Да, то есть разговор ничем практичным для вас не закончится. Дальше неприятность, болезнь, общение со змеей. Да, то есть это с человеком, который будет пытаться вас всячески там задеть, ужалить, сказать что-то неприятное, съязвить. Надежды возлагаете вы на этот день. Может быть событие и хорошее настроение. Ну, вот такая информация для вас. Даже с предупреждениями. Благодарю за внимание, и я перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы, что у вас. 12 января, пятница, события дня. У тельцов что будет? Покажите мне. Первое событие. Успех вас ждет в работе, в делах. Удача. Ну, тут, смотрите, есть еще вариант колокольчик, пустые разговоры. Деловая встреча. Приятная встреча, свидание. Череп, болезнь. Ну или какое-то событие, связанное с вашим здоровьем. Выбор, весы. Конверт. Конверт – это получение информации, получение какого-то документа, может быть, справки. Да, вот если мы берем с черепом. Любовь, гости,
Колебания, сомнения могут быть связаны с гостями. Допустим, идти, не идти в гости, принимать, не принимать гостей, да, допустим, звать, не звать. Рыбу нельзя. Ну, здесь нет. Получается, ну, событий много у вас. Вас ждет какая-то деловая встреча в пятницу, и, скорее всего, она пройдет успешно, да, потому что венок выпадает, успех в делах. Дальше все хорошо в любви, любовь, свидание, да, то есть какая-то романтическая встреча, удача на вашей стороне, гости, возможно, пойдете в гости или будете принимать гостей, что-то получите в этот день, получение, письмо. Будет сложный выбор, колебания, сомнения, да, между двумя вариантами. Это из минусов, да, то есть и из минусов еще выпадает тема здоровья, болезнь. Будете, возможно, заниматься здоровьем в этот день. Так что такие события для вас, тельцы. Благодарю за внимание. Я перехожу дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. 12 января. События дня для близнецов. Солнышко, радость, хорошее настроение. Бокал нельзя. Конфликт. Метлу нельзя. Маска еще есть, обман. Может быть, из-за обмана будет конфликт. Дерево, приглашение. Дорога. Вас куда-то позовут, видите, вы поедете. Тайна может открыться, да, то есть какой-то секрет. Обман, кстати, как вариант, да, то есть вас обманывали и скрывали. Возможно, вы вот как раз это узнаете. Ну, в вертикали я не вижу совпадений. Получается, показывает, что с утра у вас будет хорошее настроение в пятницу. Затем может произойти острый конфликт в этот день, да, вот скандал с кем-то. Обман, кто-то вас может обманывать. Откроются тайны, секреты. Также будет приглашение и поездка в этот день. Такие события для вас. Остерегайтесь обманов и скандала в пятницу. Благодарю за внимание, близнецы. Я перехожу к ракам. Так, раки, 12 января. События дня для рака.
тайна может открыться какая-то в пятницу. Также, смотрите, может быть интимная связь, кровать. Шарики, хорошие новости. Ножницы, решения вопросов. Змею нельзя. Так, конфликт есть еще. 2 меча. Бабочка, деловой разговор. Тоже, знаете, такое не очень хорошее сочетание, да, то есть деловой разговор и конфликт. Радость. Хорошее настроение тоже будет в этот день. Будильник нельзя. Здесь нет и здесь нет. Значит, смотрите, получается в этот день откроется тайна. Что-то вы такое узнаете, да, что от вас скрывали. Дальше у вас будет деловой разговор, но, возможно, он может закончиться конфликтом. Да, то есть поэтому вот как бы имейте это в виду. Конфликта всегда можно избежать. Месяц еще выпал, да, не увидела сразу. Месяц — это событие, которое повторяется, ну, через какое-то определенное количество дней с вами. Да, возможно, даже там раз в месяц, раз там в 2 недели, раз в 3 месяца даже может такое показывать. То есть какое-то цикличное событие будет еще в пятницу. Хорошие новости, решение вопроса, радостное настроение и интимная связь. То есть как бы есть и хорошие события, но есть вот и предупреждения. Постарайтесь, да, то есть не поругаться с кем-то в каком-то деловом разговоре. Может быть, я думаю, что конфликт, может быть, из-за того, что в этом разговоре откроется, видите, какая-то тайна. То есть кто-то вам что-то расскажет, и из-за этого может быть конфликт. Так что вот так. Благодарю за внимание, раки, и перехожу я к львам. Смотрим левушки. 12 января. Львы, пятница. Может быть приятная встреча, свидание с кем-то в этот день у вас. Цыпленок, семейная жизнь, семья, дети. Может быть, всей семьей проведете время где-то. Надежды. Победа. Интимная связь, кровать. Весы нельзя. Подарочек. Приглашение. Якорь. Остановка где-то надолго, да, то есть
На свидании, на вот этой встрече вы можете провести очень много времени. Якорь может показывать. Ключ нельзя. Шарики можно. Хорошие новости. Так, колокольчик нельзя. И здесь нет совпадений. Получается в этот день, ну, в принципе, смотрите, день замечательный, да, то есть у вас все события хорошие выпали. В этот день у вас может быть какая-то приятная встреча. Вы можете проводить время с семьей, с детьми, да, то есть и много времени по якорю, прям вот несколько часов. Вы возлагаете надежды какие-то на этот день, да, то есть и у вас будут победы. Ну, флаг обычно показывает победы там в делах, в работе. Дальше приглашение, подарки, интимная связь и новости, причем хорошие новости. Так что, видите, у вас по всем фронтам все хорошо. И в личной жизни, и в делах. Еще и, возможно, будет какое-то событие, на которое вы сходите. Так что вот так. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Дева. 12 января. События дня для дев. Колокольчик. Пустые разговоры могут быть в пятницу. Любовь. Исполнение желания, цветок. Надежды. Замочек открытия тайн. Еще вот есть новость. Получение какой-то информации, новости. Но это больше в электронном виде. То есть это когда смс-ка приходит какая-то или там письмо на почту с информацией. Так, смотрим теперь, что здесь. Я периметр не вижу совпадений. Ну, имеется в виду ни горизонтали, ни вертикали не нашла. Значит, у вас в этот день 6 событий. Точно все хорошо будет в личной жизни, сердце, да, то есть любовь. Возможно, знакомство, если вы один или одна. Дальше пустые разговоры с кем-то будут. Исполнение желания, надежды вы возлагаете на этот день. Дальше новости, информация также будет. И открытие каких-то тайн, секретов. Такой день какой-то информационный, да, то есть много информации и разговоров. Но самое главное, что есть исполнение желания. Может, какое-то желание у вас исполнится в пятницу. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня уже будет во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я оставила внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся во второй части.